Установка елки идет. На площади Орджоникидзе, главная площадь Якутска. Это у нас Почта России. ...389 Якутск. И снова всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Уже приближается Новый год, осталось почти только месяц, заканчивается ноябрь. И я вам хочу показать свое маленькое пополнение по елочным игрушкам и каталожные, да. Давайте посмотрим, что же мне удалось найти за последние дни. Игрушек, конечно же, немного. Я их время от времени вам показываю. В предыдущих видео пополнения мои есть. Можете пролистать и посмотреть. Так, давайте начнем. Мне попалась вот такой вот набор малютки. Угу. Но, к сожалению, он был утрачен. Это я нашла с населения, как вы понимаете. Не с интернета заказала. Набор номер 4, малютка. Ну, коробочка очень хорошая. Меня порадовала именно коробочка. Здесь написано «Росглав игрушка. Завод стеклянных елочных украшений и оптических изделий в Москве». Осторожненько я переверну. И тут сзади еще есть эта этикетка. Ага, вот видите, дата даже есть 24 августа 1968 года. Цена ей была 1 рубль 70 копеек. И в то время тоже не дешевая была. Так, и давайте посмотрим. Тут, к сожалению, к моему великому сожалению, игрушки не сохранились. Остались совсем чуть-чуть. Поэтому давайте посмотрим, что же тут осталось из этого набора. Вата родная осталась. Вата родная. Помню, вот такие. Это не из этого набора, но были такие вот сосульки. Видите? У мамы были несколько таких штук. Где-то еще должны быть. Вот такие вот красивые сосулечки. Это из 80-х. Или даже начала 90-х, скорее всего. Но сосульки очень интересные. Как английские булавки. Ага, помидорку вижу. Помидорка осталась. Тут, конечно же, скол краски. Помидорка стеклянная. Баклажан остался. Земляничка мелкая, стеклянная. Так, это ничего. Это фонарик остался. Так, такой вот пирамидка такая. Шарик. Еще один баклажан. Яблочко. Огуречек. Это этот прожектор. Парашютик. Вот и яблочко показывал. Вот и все. Вот все, что осталось с этого набора. Вот только вот это осталось, к сожалению. Но ничего, у меня есть несколько в разнобой, поэтому я попробую, конечно же, его укомплектовать. И потом когда-нибудь я вам покажу, что мне удалось укомплектовать. Так, по малютке вот так вот, все ясно. И что у нас из игрушек? А из игрушек у меня вот такой музыкальный инструмент. Домра или как там называется, я точно не знаю. Кто знает, подскажите. Но это тоже, да, каталожная игрушка. Так, из 80-х
Попался такой веселенький колобочек в кепочке. Вот. В отличном сохранении. Вот такая вот птичка опять. Тут нужен гребешок. Здесь крылышки надо доклеить. Клювик надо. Все. Это из поролона были. Из поролона. Вот такой вот забавный хоккеист с клюшкой. Вот. С клюшкой. Такой вот забавный такой хоккеист из 80-х тоже. Теперь я покажу, какие игрушки мне попались в реставрацию, к сожалению. Вот такой вот клоун с дудочкой. У него вот, видите, вот внизу. Ну, я вот начала уже маленько клеем его удерживать. Буду еще дальше работать над ним. И восстановить вот эту трубочку. Так. Еще из 80-х вот такой вот. Кто это? Или старичок? Ну, в общем, пишите в комментарии, кто это. Видите, вот такой вот парик белый. Угу. Жабо такое. Какой-то дворянин. Видимо. Вот, с фраком. Угу. Пишите в комментарии, кто знает точно, кто это. Вот еще Дед Мороз принесли. К сожалению, вот здесь вот тоже скол большой. Ну вот, видите. Скол большой, лицо сохранилось. Ага, все остальное сохранилось. Елочка, тут тросточка. К сожалению, вот наверху скольчик. Это надо будет как-то восстановить. Попробовать. Угу. Вот такая вот даренка в реставрацию тоже. Из сказки «Серебряные копытцы», да? Вот. Здесь, видите, гирляндой прожглось чуть-чуть. Но хорошо, хоть скол небольшой. Тут ножка в нормальном состоянии. Все остальное нормальное. Ну, конечно, краска отошла от времени. Это тоже очень-очень старинная игрушка. Здесь надо будет подлатать скольчик. Вот такая вот Снегурочка пришла. Также с населения. Но видимых повреждений нет, кроме как краска отошла. Краску нужно будет восстановить. Но я пока не трогаю их, поскольку боюсь испортить игрушку. Поэтому пока их не трогаю и оставляю такие, как есть. Вот такая вот обезьянка. Обезьянка с тросточкой. Я видела его в каталоге. Он есть каталожный. Угу. Я вам поставлю картинку с каталога с описанием. Вот такая вот забавная обезьянка с тросточкой. Там было написано обезьяна с гитарой, но я что-то тут гитару не вижу. Это у нее тросточка такая зеленая. Ну, в хорошем состоянии, в принципе, без сколов, без трещин. Вот, амальгама сохранилась. Вот такая обезьянка. Пришел ко мне, наконец-то, мальчик на санках. Я его заказала в интернете. Ну, конечно, тут тоже лицо, краска облупилась. На шарфике краска отошла. Попробуем как-то маленько подвосстановить чуть-чуть, слегка. Ну, мальчик из толстого стекла. Видите, стекло толстое. Кстати, из толстого стекла у меня уже несколько персонажей. Есть два Деда Мороза, собачка есть из толстого стекла, цыпленок. Как-нибудь я вам покажу все персонажи из толстого стекла. Деды Морозы. Так. Вот такая вот девочка попалась. Меня очень порадовала она. Она целенькая. Сохран хороший. Ну вот, видимо, остатки краски все-таки отошли.
Видимо, она в красной шубке была, что ли. Потому что тут красная. Или откуда-то. На флажке краска хорошо сохранилась. Ручки вот эти. Ну, не знаю. Меня, в принципе, она в таком состоянии устраивает. Вот здесь все целенькое. Ну, трубочка чуть-чуть сколотая, чуть-чуть. Это совсем не проблема. Но в целом девочка в очень хорошем состоянии. Лицо все сохранилось, в принципе. Вот. Такая девочка. И вот такой вот Емеля со щукой. По щучьему велению, по моему хотению. И по моему хотению Емелюшка с щукой у меня появилась по щучьему велению. Да. Тоже игрушка старенькая, из каталога. Но я в каталоге еще и не проследила. Скорее всего, он должен быть там. Угу. Ну, если я найду, я вам оставлю, покажу вставку из каталога, если он там есть. Вот так вот. И, наконец, вот такая вот игрушечка. Ватная. Помните, у меня была игрушка такая же, пеленашка, только там был поросеночек, а это ребятеночек. Ребятеночек в хорошем таком состоянии, лицо хорошо видно, что-то плохо фокусируется. Угу. Вот такое вот хорошее состояние для его лет. Это тоже каталожная игрушечка. Ватная. По-моему, все. А, нет, в конце я хочу вам показать вот такие вот флажки я еще заказала. Это по национальности. Костюмы из 15 союзных республик. Вот. Украинцы. Это кто у нас? Туркмены, да? Вот. Такие вот узбечки, русские. Вот такие флажки из 15 союзных республик. К сожалению, это набор флажков не полный оказался. Тут, по-моему, 10 флажков было. Вот. Сейчас я вам... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 10 флажков. Надо еще найти тогда 5 добавить. Вдруг у кого-то еще есть, отпишитесь. Мало ли, может быть, у кого-то еще есть неполный комплект. Может быть, я смогу у вас приобрести их. Отписывайтесь, у кого есть такие флажки по союзным республикам. Буду очень благодарна. В принципе, вот и все, что я хотела сегодня вам показать. Такие вот игрушечки мне удалось найти за последнее время. На этом я заканчиваю свой сегодняшний очень короткий обзор. Всем спасибо за внимание. С наступающим вас Новым годом. И до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал и поделиться со своими знакомыми ссылкой этого видео. Всего доброго. До свидания.